Если долго ехать, то куда-нибудь обязательно приедешь. Так, видимо, и думали прежние коми, когда отправлялись далеко в дорогу в поисках нового места жительства. Также говорили и изватас, когда мчались на своих оленьих упряжках на запад и восток. Сегодня мы отправляемся по следам их оленей, чтобы узнать еще одну страницу истории зырян. Изватас издавна ходили за Урал, то проводниками для русских купцов, а то бывало, что и сами торговали, но всегда возвращались в Вижму. А потом, поодиночке, стали переправляться навсегда. Строились в основном на берегу Оби. Сначала коми-купцы заселили Абдорск, нынешний Салехард. Потом и оленеводы начали перебираться, особенно когда стали спасаться от страшной оленей болезни копытки. Оленеводы искали новое пастбище. Последними же за Урал пришли те, кто спасался уже от советской власти. В скором времени вся Обь была заселена коми. На юге по Тоболу расположились южно-зыряне, а по северу вдоль Оби зыряне Изватас. Об одной из коми-деревень ижемцев мы уже говорили ранее. Это были мужи. Большое и старинное село. Но кроме мужей есть еще немало малых деревень. Одни уже исчезли, другие еще живы. Завтра мы опять будем на берегу Оби. Но уже не станем, как прежде, перебираться за реку, а останемся в городе Лабытнанги. Как оказалось, в этом городе тоже есть следы зырян. Лабытнанги с языка хантов переводится как «семь лиственниц». Почему 7? Ведь в городе и его окрестностях их тысячи. Оказывается, у этого названия тоже есть своя история. От Лабытнанги до Оби 5 километров. А между городом и Обью есть еще протока Вылпослу, которая является левым рукавом Оби и протекает у самого города. В последние годы, летом, протока сильно пересыхает, а ведь раньше она была у местных жителей главной дорогой и кормилицей. Сегодня в Лабытнанге проживает 30 тысяч человек. Город может похвастаться новыми красивыми домами и улицами. А вот на берегу протоки Вылпосл стоят какие-то странные деревянные домики. Откуда они взялись в черте города? Оказывается, у этого места тоже есть своя история. Называется оно Зырянская деревня. Однако зыряне здесь не живут. Приходят они сюда время от времени навестить свою малую родину и вспомнить былое. Ханты у нас тоже проживают, и каждый год на Благовещение приходят сюда и привязывают ленточки на деревья. Это своего рода пожелание. Они до сих пор соблюдают свои верования. Легенда даже в им код Гижемость в 1943 году была масичем эстяк Пухайки. А это место открыли ханты. Даже легенда сохранилась. Записали ее еще в далеком 1943 году. Жил когда-то в этих местах хант Пухайки. Жил он недалеко от Салехарда. И вот однажды он на своей лодке переплыл Обь и оказался на этом берегу. А до этого у него было 7 дочерей, но все они погибли от страшной болезни. Остались они с женой вдвоем. И
вот Пухайки увидел на этом берегу 7 маленьких лиственниц и подумал, что это его дочери, переродившиеся в деревья. Вернулся Хант обратно в свой чум, забрал жену и переплыл жить к 7 лиственницам. Поставили жилище и стали жить здесь. А когда путешественники стали ездить в эти места, ярмарки открылись. В 1825 году здесь стали проводить Обскую ярмарку. И когда люди приезжали сюда из-за Урала, то всегда в этих местах останавливались. Чумы здесь ставили, а сами торговать шли. Кроме них и оленеводы стойбища здесь устраивали время от времени. Рыбу зимой ловили. И вот с тех времен и стали люди здесь обживаться и жить. А нет легенды, как Изватас в эти места попали? А вот такой легенды нет. Говорят, что Изватас в конце XVIII века сюда пришли. Я читала в книгах, что в 1900 году они сюда приехали. Но я вот думаю, что немного раньше. А вот в 1902 году здесь поставили первый дом. От хантов этому месту осталось только название. Все жители Зырянской деревни были Изватас. Домов было поначалу немного, но с появлением колхоза в 1932 году прошлого века изб добавилось. В колхозе ловили рыбу, промышляли охотой, пасли оленей. Коми-деревня росла, люди обживались, охотились и рыбу ловили. Колхоз организовали в 1932-м, и всегда хозяйство было в передовых. Назывался колхоз «Красная звезда». Работал он долго, только в 60-х годах прошлого века его перевели в Салихардский совхоз. Это мой отчий дом. Здесь я жила до 12 лет. А потом мы переехали в город, чтобы печку не топить. В городе условия комфортные были. А сейчас, по прошествии стольких лет, я думаю, что лучше деревянного дома ничего и нет. Если летом холодно, печку затопил, сразу тепло становится. Только хорошими словами и вспоминаем тот дом и деревню. Все в деревне друг друга знали. Места хорошие, красивые. Река рядом. Отец на рыбалку ходил на своей лодке. Я еще маленькая была. У меня спрашивают: «Марина, где ты живешь?» «Береговая, да, цадьда». Всем так говорила. Росла я до 4 лет с бабушкой. Здесь очень много домов было. И все были Изватас? Да, но потом русские стали заселяться. А куда все коми подевались? Переехали. Кто в одну часть города перебрался, кто в другую. А потом уже все реже и реже стали встречаться. По праздникам только или на похоронах. Встречаемся, общаемся, разговариваем. Сейчас ведь редко на коми говорим. Мало кто на родном языке разговаривает. Это наша родная деревня. Все равно сюда приходим, и на сердце хорошо становится. Так и говорят здесь: коми-деревня. Коми-деревня, всякие коды вермасности сидишь. Лабытнанги мог бы так и оставаться маленькой деревушкой, но попал в большую историю. После войны Сталин планировал построить северную железную дорогу от Мурманска до самой Чукотки. Дорогу строить отправляли зэков. Но после смерти тирана стройка прекратилась, построить железку успели только до Лабытнанги. И в 1948 году появилась связь с большим миром. Пришли в эти отдаленные места посторонние, сидельцы и их конвоиры. Началась новая история поселка. Когда приехали паровозы, все побежали смотреть. Испугались, что за люди сюда приехали. Местных жителей испугал первый паровоз, но они и подумать не могли, что надо было бояться пришлых людей.
Здесь до сих пор помнят и рассказывают жуткую историю, как в один день были убиты в своих чумах 23 человека. А меня дядя ясно, маме лен вокясус, олиснис чомина, а маме бабекиднин деревня новистата. И стався виснис, бабелись. Мои дяди, братья моей мамы, жили в чумах, а мама с бабушкой в деревне. И вот зэки их всех убили. И даже детей. 4 братьев с женами и сестру. Она приехала в гости, только недавно вышла замуж. 13 детей у них у всех было. И не стало. Зэки убили. Много хантов заключенные убили. У нас семья виснес и миянчину. А где стояли их чумы? На Урале, за станцией Обская. Мама поехала и перевезла всех, чтобы похоронить здесь, на деревенском кладбище. Конечно, Коми-деревня начала угасать не из-за резни, а из-за железной дороги. Было сказано, что деревня ей мешает. Люди стали переселяться за железную дорогу, в поселок. Мичаниас, мунесны гортаны, самитана операторкад экнаветтедлам, мике коршам, виджедалам, бутекосям юрен ловжедната история се кодевылы, Коми-деревнялен. И воис юрамыв мый от сулаланы ниас, отнаныс. Локтаны чатача юз, таны вообще выласть деревня. Оланы, не сулаланы. И сейчас ставят энде, юзмунаны, а не свеколены. И вот гашка юзлиш история с ная мечайона и куда сны виджны. Артеев, Вокуев, Истомин, Канев, Кожевин, Рочев, Семяшкин, Терентьев, Чупров. Вот тачем овья стане ущем солдат, если те виштale не силиш мы комия семен ущесны фронтуля, когда стач мунлесны, а силиш мы таны овлесны. Лабытнанген, кусце, комиёз. Поселок Лабытнанги стал расти, когда в нем решили разместить лесобазу. В Воркуте требовалось много качественного леса. И почему-то было решено лес отправлять не из Коми, а из Сибири. Для этих целей лес рубили в Тюмени и отправляли вниз по реке баржами и плотами до Лабытнанги. Уже здесь бревна пилили и загружали вагоны. В столицу мира в год отправляли почти 1 миллион кубометров леса. Кроме того, Лабытнанги стал перевалочной базой газовиков. Растущее население поселка надо было кормить. Именно тогда опять вспомнили о местных коми. Решили расширить совхоз и с этой целью заложили еще один поселок – Октябрьский, который расположился вниз по течению от Лабытнанги в 8 километрах от него.
Наш новый знакомый Гаврила Андреевич Терентьев был среди первых, кто приехал в новый поселок. Все свое детство он жил в районе реки Собь, в маленькой деревне. Но однажды им сказали собирать вещи, разбирать дома и переезжать в новый поселок Октябрьский. Сейчас Гаврила Терентьев живет в Лабытнанге. Октябрьский, как и многие поселки, закрылся. Но дома, в отличие от той же Коми-деревни, еще сохранились. Поедем и посмотрим. Очень красивое место здесь. Так ведь? Да, вот отсюда открывается поселок Октябрьский. Вот там была звероферма, держали там лисиц, песцов. В 1961 году колхоз переименовали в совхоз, и хозяйство под свое крыло взял Салихардский совхоз. А со временем все хозяйство перевели в Салихард. Здесь ничего не осталось. И Салихардский совхоз с момента вроде бы бостис, кучи стався димлёны, нуны Салихарда и масса становись, и стався становись, и эсернина мисколь. Но муна. Место, где стояла звероферма, уже заросло лесом. С этой возвышенности видны протока Выл-Посл и Большая Обь. Спустившись немного с холма, вдруг замечаем маленькие домики. Кажется, приехали. Выйдем, приехали в Октябрьский. Здесь только ваша семья жила? Этих семей, так меня семья, были... Да, в нашей семье было 9 детей. Одна сестра, правда, замужем уже была, а мы здесь выросли. Да и все, и просто не избы. Все мы спали на оленьих шкурах, тогда даже простыней не было. Вместо одеял малицы. Здесь стояло больше 30 домов. За забором была контора, клуб, магазин, пекарня. Кулам — это племенник Яслан. Это сети моих племянников. На выходные они приезжают сюда рыбачить. Ну вот, прям, микерканом, который мы будем. Ну вот, зайдем в дом, где мы выросли. Отец и мать здесь жили. Маленькая печка стояла, вот там кровать была. Нас было 9 детей. Еще и оленеводы приезжали, гости. Спали на полу, все помещались. А эти, которые коридор, том нас, шапка интересна. А вот это отец, когда оленей пас, молодой еще, шапка интересная. Мех от маленького олененка, пыжик называется. От маленького олененка. Чупров Андрей Иванович. Гардероб с тех времен. Кто такие ремни делал? Сами. А вот это точилка для ножа. Кисланос. Коридор морт. Ставни у нас никогда не делали, а у вас вот делают. Мы ребята плавкран ясвали, катер ясвали, плавкран флотом. Я работал на флоте, на катерах. Я работал и на портальных больших кранах, и даже на плавучих кранах.
ребятный 68-м, сразу надо мне баржаться, ну, медведь баржаться. Работал до 97 года. Устроился в 68 году, и меня сразу отправили на Надым. На баржах плавал. Мы одни из первых начали строить город Надым. Народная изба, бригада изба. Людей еще не было, бригад рабочих тоже, только геологи. И вот геологи выгружали нашу баржу. А здесь в тундре можно было держать корову? Мы каждый киркан мы смыли. Мы баля. Конечно, в каждом доме была корова. Овцы, у нас лошадь была. Все косили своими руками. Совхозу помогали на сенокосе. Были, конечно, конные косилки, но луга были неровные, с кочками, вокруг болота, и поэтому приходилось косить вручную. В бригаде человек 9-10. Бригадир впереди идет, а после него мы с литовками. И вот бригадир своден, и соборен ставит литовка. Жили возле реки. Наверное, рыбы много ловили. Конечно, ловили. Тогда сетей не было, не на что было ловить. Запретов очень много. Коми нельзя ловить рыбу? Ижватас нельзя. В 56-м году нас с братом еле в интернат устроили, потому что мы ижватас. Немцам и хантам, пожалуйста, а мы приезжие, как русские, так и мы. Ну вот, коми-деревня исчезла. А коми-люди? Коми тоже были. Коми тоже уже мало остались. Язык забываем. Молодые уже не говорят на коми-языке. Очень жалко, что язык исчезает. Особенно в 70-е, 80-е годы все обрусели. И народос. Уже, особенно вот муляки 70-е, 80-е годы, 60-е, наверное, стало смотреть нас роче порно. А у остальных народов та же проблема? У всех, у всех. Это лодочные моторы, это стартер, 4-цилиндровый. Ага, стартер, это 0 цилиндр, да сколько сила вали. Из ветлолистницы. Гаврил Андреевич имеет хобби. Неожиданное. Всю жизнь он работал на флоте и портовых кранах и, выйдя на пенсию, начал строчить в тетрадку свои мысли о происходящем в жизни, воспоминания, стихи. Дедушка стихи писал, внук ему тут помогал. То словечко деду скажет, то историю расскажет. Так дед с внуком и сидели, за столом писали стих. О природе речь вели, о Ямале, об Урале, о зверятах и о птицах, об Аби, реке широкой. Дед рассказывал особо. Он работал речником, мотористом, крановщиком. Гаврил Андреевич пишет преимущественно по-русски. Но есть кое-что и на ижемском. Конечно, стихи своеобразные, на вид несложные, но в этом простом творчестве остро чувствуется переживание за свою землю и любовь к ней. Ылын, ямал муын, кытын кадет ветлалы, обью дорын, вылпос бөкін, Урал изис не ылын, выем почелок зайдёля, кытын быдми метом нам. Ае маме оли сестен, мичеле дяс войлалим, корке кемтек, гашке шойтек, вейна бэрын ми быдмим. Сыа почелок кысменум, шалым дорам пыр матын, керканум миянсын, выем, сетис петим и лабзим. Только корка вола визла, и куди керканом сулалы, зейдёля керканом миян, шалым дорам пыр минам. Сыч вулала сыа от нас, а ме от нам ола ылын, только вола да визла, куд парышмам мисакед. Вот
Гаврил Андреевич, Гаврил Андреевич, я вас спросить хочу, а ижемскому человеку что дороже всего? Jūs valim Дорога природа, река, лес. Хочу, чтобы в реке рыба водилась, в лесу ягоды росли, и чтобы человек с природой жил в согласии. Вот это главное. Sā birmis и олис мортискататлан. Самый главный роль. Мы возвращаемся в Лабытнанги. Гаврил Андреевич по дороге нам жалуется. В городе строят новые дороги и дома, но при этом уничтожают старые лиственницы. И тогда действительно, как в легенде, останется лишь 7 лиственниц. Конечно, Гаврила Терентьев замечает, что город меняется к лучшему, но в глубине души он переживает. Переживает, что новые постройки стирают не только старые дома, но и память о былом, маленькую страницу зырянской истории. Но с этим, наверное, ничего не поделаешь. Время берет свое. Видимо, и нам самим нужно найти то, что поможет помнить о своих корнях и о том, что все начиналось здесь с нас, зырян.